Добрый день, дорогие друзья! Накануне 30-летия со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона мы обратились к сотрудникам открывшегося в этом году Центра ядерной медицины и онкологии города Семей. Они любезно согласились рассказать жителям нашего города об этом центре, его задачах и возможностях. Добрый день! Меня зовут Тулиен Курмангалиев, я являюсь сотрудником Центра ядерной медицины и онкологии города Семей. Я хотел бы вам рассказать о нашем медицинском центре. В 1946 году был открыт первый кабинет онкологической помощи. В 1953 году он был преобразован в онкодиспансер. Основоположником онкологической помощи в Семейском регионе является Бельская Эрика Людольфовна. Сейчас наш центр является одним из крупных медицинских учреждений Восточно-Казахстанской области. Здесь работает 440 сотрудников. Руководителем центра является доктор медицинских наук, врач высшей категории Сандыбаев Марат Нурламбекович. Какую помощь оказывает центр населению нашего города? Наш медицинский центр обслуживает Семейский регион, также близлежащие регионы и жителей Республики Казахстан и даже иностранцев, которые решили самостоятельно обратиться в наш медицинский центр за квалифицированной помощью. В нашем стационаре развернуто 140 коек. Ежегодно лечение получает более 5000 человек. Работа в нашем отделении ведется по направлениям хирургической помощи, химиотерапевтической, радиологической, есть паллиативная помощь, дневной стационар. Недавно у нас открылся дополнительно центр ядерной медицины. Если пациент впервые обратился в центр, куда его направляют? Когда пациент впервые обращается в наш центр, он попадает в отделение специализированной медицинской помощи, то есть в поликлинику. В данном отделении прием ведет онкомамолог, онкогинеколог, онкохирург, онкоэндокринолог, лор-онколог, психотерапевт. Также есть кабинет поддержки помощи, врач противоболевой терапии. Всего данное отделение принимает более 42 тысяч населения ежегодно. Здесь можно пройти весь перечень диагностических обследований, сдать клинические анализы, провести биопсию, рентген, КТ, МРТ, ЭКГ, эхокардиографию, эндоскопические исследования, полный перечень исследований у нас имеется. При необходимости производятся дополнительные манипуляции, такие как биопсия, тонкоигольная биопсия, трипан-биопсия, для того, чтобы подтвердить морфологический диагноз. После того, как пациент проходит все обследования, он идет на врачебный консилиум, который состоит из заместителя директора, ведущих специалистов, заведующих отделения, которые вырабатывают дальнейшую тактику диагностики либо лечения. Какие основные направления лечения в вашем центре? В онкологии выделяют 3 основных направления лечения. Это хирургическое лечение, которое у нас проводится в отделении онкохирургии, в отделении маммологии и гинекологии. Лучевая терапия, которая проводится у нас в отделении радиационной онкологии. И лекарственная терапия – это химиотерапия и гормонотерапия, которая у нас проводится в отделении химиотерапии и в кабинете амбулаторной химиотерапии, которая занимается гормонотерапией и таргетной терапией. Также у нас имеется отделение паллиативной терапии и недавно открывшийся ядерный центр. Для чего нужно было создавать данный центр? С 2021 года у нас открылся ядерный центр. Это грандиозное и большое событие, которого мы очень долго ждали. В данном отделении работает отделение радионуклидной диагностики и отделение радионуклидной терапии. Раньше в советское время проводились испытания на Семипалатинском ядерном полигоне. Там атомная энергия использовалась для военных целей. Сейчас же передовая диагностика и лечение медицинское используют ядерные технологии для лечебных целей, диагностических. И в данном центре будут использоваться современные последнего поколения технологии, которые будут помогать нам диагностировать болезнь и лечить на новом уровне. В чем разница диагностики в ядерном центре от диагностики в обычных диагностических клиниках? Разница диагностики в ядерном центре от привычных нам методов исследований, таких как КТ, МРТ и другие, заключается в том, что при использовании атомной энергии мы видим работу органа, физиологию в процессе, и мы можем наблюдать изменения, которые невозможно выявить на других аппаратах и позволяют вывести нам диагностику на совершенно новый уровень.
Расскажите подробно о радионуклеидной терапии. В отделении радионуклеидной терапии у нас применяется единственная в Казахстане и не имеющая аналогов на нашей территории радиойод-терапия, которая применяется для лечения патологии щитовидной железы. Раньше ради данного лечения наши сограждане выезжали за рубеж, ближние и дальние зарубежья. Сейчас у них есть возможность, к нам приезжают пациенты со всего Казахстана, чтобы получить данное лечение. Что пожелаете жителям нашего города? В году 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Это очень важная и значимая дата. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем ядерная энергия использовалась только в мирных, научных и лечебных целях, как в нашем медицинском центре. От коллектива нашего медицинского центра хочу пожелать всем мира, добра, самое главное здоровья. Не болейте.